Уже вторую неделю сотрудники подрядной фирмы «Городстрой» ведут здесь работы по очистке русла реки Басла, стараясь не повредить водопровод и электрические кабели. Камни, ил и мусор не просто вываливаются тут же у реки, а вывозятся, чтобы после каждого дождя все это вновь не попадало в воду. Работы ведутся на участке протяженностью около километра. Как отмечают специалисты, проводить очистительные работы на этом участке сложно из-за того, что технике, которая увозила бы весь мусор, практически невозможно подъехать. Грунт тяжелый, иногда экскаваторы просто застревают. Глава города Атгур-Харази сам лично выезжал на объект для того, чтобы осмотреть ход ведения работ. Нами были проведены следующие виды работ. Это расчистка самого русла, расширение местами от 7 метров до 20 метров в ширину. Было вывезено около 1000 кубов ила и грязи, перемещено более 2000 кубометров земли, вырублено более 500 деревьев, которые росли в русле реки. По ходу работы мы столкнулись с такими сложностями, что местами река имеет глубину порядка более 3 метров. Приходилось засыпать балласт, чтобы могла подойти техника. Нет технических заездов к самой речке, чтобы могли подъезжать машины, чтобы вывозить весь этот ил и грязь. Приходилось делать временные дороги, чтобы был подъезд к реке. Басла протекает недалеко от жилых домов. Каждый год при сильных дождях и таянии снега река выходит из берегов, соответственно, затапливает ближайшие дома. После очистки русла эта проблема частично будет решена, но местные жители сетуют, что последнее подтопление домов не только природное явление, но и человеческий фактор. На одном из участков реки появилась незаконная постройка, которая практически сузила ширину устья реки, что при сильном дожде дает обратный эффект. Вместо того, чтобы вода уходила в море, она выходит из берегов и топит ближайшие дома. Здесь большое сужение получилось за счет того, что человек самовольно выдвинулся в реку, залез. Вы видите это строение. Ему было рекомендовано на 2 метра отступить, хотя бы по урезу пойти воды. А вот он как построил, мы даже ночами, наверное, он это делал, настолько это быстро. И нельзя было ему эти глухие стены делать, там было предложено все на сваях, чтобы вода могла пройти, а он мог надстроить, там консольный вариант, он мог сколько хочет надстраивать. Но он вот это все нарушил. Есть заключение берегозащиты, есть республиканское управление по архитектуре и строительству. Я имею их заключение, сейчас акт делаю. Будем готовить материал в прокуратуру. Во-первых, даже если мы не вмешаемся, я уже как работник администрации говорю, население само не даст. Масштабная работа по очистке русла Баслы была проведена еще в прошлом году в рамках российской инвестпрограммы. После недавнего наводнения глава Сухума Атгур-Харази поручил изучить ситуацию и решить проблему. Хотя подобные работы не входят в компетенцию городских властей, столичная администрация пошла навстречу просьбам жителей и нашла для этого необходимые средства. Нынешняя стоимость работ составляет порядка 11 миллионов рублей. Как вы знаете, проблемы рек в Абхазии, она очень сложная. Климат меняется. Если раньше дожди шли постепенно, то сейчас дожди резко начинаются. И во всем мире, если вы заметили, большой проблемой стали наводнения. Это и в Европе, и в России, и в Китае. И Абхазия тоже не минует эта проблема. Вообще все реки находятся на балансе Абхазберегозащиты. Они, конечно, очень много вкладывают труда в урегулирование русла реки, но сил на это у них не хватает, и поэтому мы тоже ежегодно какие-то суммы отпускаем на эти цели. И сейчас вот решили в этом году 11 миллионов мы выделили для очистки реки Беследка. Конечно, мешает там одно строение. Это там, где раньше было кинотеатр Апсны, ресторан Москва. Оно очень сильно мешает. Он выдвинул угол здания к реке и очень много мусора бросил в эту реку. Если будет мешать, мы будем ставить вопрос о его сносе через суд.
А вот на очистку русла реки Сухумка выделен 1 миллион рублей. Как отмечают специалисты, сложность на этом участке заключается в том, что часть работ будет проводиться вручную, так как река проходит под проезжей частью в подземном туннеле. Проводятся работы по расчистке русла и так называемых ловушек, перепадных ловушек. Сумма заложена порядка 1 миллиона рублей. Эти ловушки были разработаны еще специально в советское время для того, чтобы они останавливали ток течения реки и, соответственно, балласт. После каждого наводнения они забиваются, и река набирает силу, что впоследствии сказывается ниже по руслу реки, начинает подтапливать дорогу и, соответственно, жилые дома. Вот такая работа ведется сегодня на реке Сухум. Протяженность порядка 200 метров, включая подземную шахту. Река имеет поворот и поворачивает под дорогой. И эту шахту мы будем расчищать вручную. То есть техника туда подъехать не может, соответственно, мы будем расчищать ее вручную. Как отметил глава столичной администрации Адгур Харази, работа по очистке русел городских рек будет продолжена. Чтобы предотвратить подтопление в дальнейшем, будут приведены в надлежащий вид все самовольно реконструированные и забетонированные водостоки, которые врезаются в городские реки. Рената Шакая, Роберт Ломия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.